Опись имущества, удержание из зарплат, прекращение подачи газа и электричества. На борьбу с злостными неплательщиками идут все методы. Рейды по коммунальным задолженностям прошли в Грозненском районе. Перед отключением жители получили последнюю возможность оплатить долги на месте. Однако коммунальщикам пришлось идти на крайние меры. Принимаем участие именно в рейдовом мероприятии по платежной дисциплине, что получилось в данном населенном пункте. Одни из злостные неплательщики, скажем, и по газу, по воде, электроэнергии. В данном случае мы проводим, так скажем, отключение неплательщиков. Если они сегодня в течение дня тоже здесь с нами работают, кассиры на месте выездные сразу же могут подойти и оплатить, и сразу мы подключаем. Грозненский район – один из самых проблемных. Общий долг муниципалитета только за электроэнергию составляет более 140 миллионов рублей. За один день работникам Чеченэнерго удалось собрать порядка 60 тысяч рублей. Такие рейды будут проходить регулярно до конца года. Все последующие дни мы будем проводить рейдовые мероприятия по всему Грозненскому району, по всем населенным пунктам. Я думаю, что мы добьемся результатов. Я считаю, что как и за любой другой продукт, который люди покупают, должны платить. И мы призываем к тому, чтобы действительно относились очень серьезно. Мы будем наводить порядок, будем собирать коммунальные платежи. И думаю, что до конца года мы выйдем на хорошие показатели на 100%. Дела злостных неплательщиков будут переданы в суд. В рамках принудительного взыскания долгов судебные приставы наложили арест на имущество 300 должников. Также свыше 1000 граждан из-за долгов не смогут выехать за пределы страны. Тинатин Музашвили, Хаважи Мунаев. Новости.